нужны ли здесь аттракционы? Не нужно ничего. Убрали палатки эти вот желтые с сувенирами напротив, а тут понаставили. Зачем это здесь? Скажите, пожалуйста. Где ж тут к морю можно подойти? Я против, я тут жила, тут родилась. Ну, вижу, Алушта совсем стала не та, что была, понимаете? Я вот против этого вот. Здесь против. надо поставить Робинзон. А вы алуштинка? Я родилась здесь и живу всю жизнь, понимаете? Но такого безобразия в Алуште я не видела. К морю здесь всегда был проход, да? Проход был, а что это? Я была вот как-то вот 2 месяца назад, этого здесь чудища не было. А почему вы возмущаетесь? Что запрещаете? Алушта очень возмущена вся, и приезжие, и местные, гулять негде, море закрыто. Люди приехали для того, чтобы насладиться волнами, а не вот этими гадюшными забегаловками. Поэтому, когда мы только что узнали, что митинг, оказывается, запрещен, администрация как бы города, не знаю, да, правильно, на кого конкретно показать пальцем. Ну вот мы задавали вопрос, и митинг запрещен, мы возмущены. Вы можете его предоставить сейчас, чтобы меня с ним ознакомить? На словах, что непонятно, да? Нет, непонятно, я его не видел. И почему запрещают? Люди бьются за свой порядок был в Алуште. А вы пытаетесь запретить. Ничего, мы здесь собираемся. Есть документы или нет? Можете остаться, послушать наше мероприятие. Здесь у нас не митинг флагов, нет, это встреча с депутатом. Вы ее ограничить не можете. Мы пока не увидели решения о том, что митинг запрещен. Я не знаю. Есть решение на разрешение проведения? Не надо мне... Вы понимаете, здесь уведомительная система. Мы уведомили. Кого вы увидели? Городской совет. У меня есть копия уведомления. Участковых в глаза не знаем, кто такие участковые. Сюда приходите. Где наши участковые в городе? Никто не знает участковых в глаза. Полиция называется. Я уже несколько лет сюда приезжаю, замечательно. Мне все в Крыму нравится. Действительно, я объездил весь Крым, был, к примеру, в Ялте, был в Севастополе, был в Бахчисарае, был в Саках. Ну, подобного я не видел. Конечно, я категорически против. Я даже знаю, что в Москве мэр города Собянин сносит палатки и освобождает, чтобы было нормально, людям было хорошо. Так, уважаемые алушницы, давайте встанем все, отойдем от стола на 2 метра и начнем наше мероприятие, встреча с депутатом. Вот. Мне сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что митинг запрещен, при этом не предоставили мне документов. Но тем не менее не будем с ними ругаться, пускай послушают нашу встречу, да, может быть тоже примут правильное решение. Что милиция с народом, полиция. Кучер Виталий Петрович меня зовут. На основании чего? Я вам предупреждаю. Павел Анатольевич, подойдите, пожалуйста, сюда. Я не буду никуда подходить. Я к вам подойду. Подойди. Объясняю вам. Для проведения массового мероприятия вы должны были подать заявку в установленном порядке на проведение массового мероприятия. В соответствии с этим вам должно быть выдано разрешение на проведение в данном месте определенного публичного Со своими избирателями я буду общаться там, где я хочу. Так как у вас его нет, да, получается, вы совершаете нарушение 54-го федерального закона о собрании общественных Вы превышаете свои полномочия. Я вам разъясняю ваш... Не надо мне разъяснять. Я вам еще раз говорю, вы Поэтому, если будете проводить, да, ваши действия будут расценены как нарушение статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Вы превышаете свои полномочия. Встреча депутата с жителями, это не в рамках вашей компетенции. Вы меня услышали. Я вас слышал, конечно. Прекрасно. Все, можете оставаться, послушать. Хорошо. А люди хотят общаться. Дайте народу сказать, чего вы его боитесь-то. Мы же за свой город. Да потом... Чего вы ему не разрешаете? Мы же не против какой-то власти, не против чего. Мы просто за свой город, чтобы розы росли. Значит, уважаемые алушницы, мы сегодня хотим обсудить 3 темы. Значит, первая тема – это незаконная застройка набережной аттракционами нелегальными. Ну вот яркий пример, один из примеров. Далеко ходить не надо. И там есть нелегальные аттракционы, и там я сейчас прошелся, нелегальные аттракционы стоят. Конкурс объявлен на 9 июня по ряду аттракционов. Конкурс еще не прошел, а уже определены его победители, они уже устанавливают свои аттракционы и так далее, и уже стоят. Это первое. Вторая тема, которую, значит, планируем обсудить с вами, это вымогательство за проход к морю. Это в поселке Партенит. Требует, значит, 100 рублей к проходу на море. И третья тема, ну это тема наша больная, уже несколько лет, это хаотичная застройка парков и скверов. Пожалуйста, я прошу вас пройти со мной. Я никуда не пойду с вами. Будьте любезны. Зачем мне как-то с вами идти? Угомонитесь вы, кто идет? Я никуда не хочу. Бери свою руку.
Вы не имеете права. Все в сторону. Это депутат, вы не имеете права. Вы не имеете права. Отойдите в сторону. Вы не имеете права. Отойдите. Вы не имеете Безобразие, свобода слова, где свобода? Вот этого не боится. Вы нападаете на депутата. Вы не понимаете, что вы делаете. На депутата. Вы не на того, что вы делаете. Что вы делаете? Не крутите руки. Пригласите в участок. Дайте ему объяснить. Ему плохо. Вы не имеете права брать. Прекратите, оставьте в покое. Смотрите, Сарик! Незаконно, ни за что! Все на камере есть, незаконно и ни за что! Что это за безобразие творится? Отойдите, женщина, не провоцируйте, отойдите. Отойдите! Отойдите, я уже забрал! Ничего не сделать. Отойдите, пожалуйста. Девочки, давайте все напишем на Павел, сделайте заявление, Павел. Что, мне начинают угрожать и бить меня, мне по ноге мне бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня. Как же вам не стыдно? А как же вам не стыдно? Вы что творите? А? Милиция называется, вместо того, чтобы людям помогать. Вы что творите? Вы что не видите, что на набережной творится, а? Стражи города. Вы что, вы не видите, что на набережной творится? К нам никто не хочет ехать. У вас совести нет. Они деньги. Вам что платит за это? Что вы делаете? Освободите Пашу, вы это идиот! За что вы его? За что вы его? Отойдите, стороночку! За что вы его? Это что, русский офицер или что? За что?
беспредел. Когда закончится беспредел? Когда Батарюшка закончится беспредел? Вот идите с ребенком, пожалуйста. Ну почему вы людям позорите? Да я не говорю, идите вы еще, пожалуйста. Позор людям! Позор Алушкинцев! Эти люди все его уважают! Заберите свою жену. Зачем вы его обижаете? Зачем вы его обижаете? Дядя, мать его обижает! Вызывайте его сюда, будем с ней разговаривать! Что такое недоверие? Как сейчас человек Ребенок, не трогайте ребенка! Вызывайте мэра или сотого вызывайте! Будем говорить с ними! Что это такое делает? Да мы думали, кто-то украл. Да, у вас второй листочек. Вот Андрей спросите. Это было еще распоряжение. В городском отделе полиции поступила информация с муниципальных... От кого поступила? Конкретно от кого поступило? От кого? Муниципального самоуправления. Конкретно, там есть фамилия. Фамилия. От кого? За чьей подписью документ? А почему вы не можете сейчас? За чьей подписью документ? Документ подписан, зарегистрирован, проводится проверка. В частном порядке ознакомитесь все, кто... Почему вы должны туда идти? Поэтому я или мы к вам? У меня сейчас... Кто должен приходить? Вы к нам или мы к вам? Ограничено. Я вам Скажите, а милиция не слуги народа? Подожди, кто кому предлагаю должен проследовать в город дел. А вы нам и вам представить? Я не хочу вам туда представят для идти. Я здесь хочу. Вы пришли сюда, а вы обязаны были с собой. Меня нету здесь. А вы с собой обязаны были иметь. А мы не верим вам. Господин полицейский, а митинга-то и не было, это была встреча с депутатом, как вы объясните это? Встреча с депутатом, можно это пресс? Что? Поступила информация Да, это о проведении поступило вам, да, проведение незаконного митинга, публичного мероприятия. По оно- данному факту человек вызван в городдел для Правильно, опроса. ну а встреча с депутатом, встреча с депутатом, потому это что он можно избегал. проводить? Можно О проводить? том, что здесь происходит, он пояснит сам. Мы его Встреча или выбирали. митинг? Мы выбирали этого человека. Почему мы не можем встретиться? Мы не выбирали Огневу. Почему мы не знаем? Сотова не выбирали. Почему мы не можем со своим В депутатом городском отделе полиции на стенде. Уже сколько лет говорят, что освободят набережную, никто ее не освобождает. Мы, жители Алушты, обращались неоднократно к властям города, к Огневой Галине Ивановне, и все, чтобы убрали вот эти все постройки, чтобы отремонтировали, вот поселили нам вот сюда. Люди не едут к нам. Почему? Посмотрите, какие у нас дороги. Посмотрите, какая у нас набережная. Кто к нам поедет сюда? У нас все застроено, но все продано.